Пассивный доход, не вставая с дивана. Если хочешь стать богатым и успешным, не теряй времени даром. Пусть лучше ваши деньги работают на вас, чем вы всегда будете работать ради денег. Поэтому не задумывайтесь, примите решение прямо сейчас. Свайпите вверх, нажимайте самолетик, делитесь этим видео. Мы обманем вас дорого, ну. Ничего не напоминает? Тысячи лозунгов в интернете, которые из года в год доказывают одну и ту же истину. В жизни дураки глупее, чем в сказках. Та самая сказка, в которой можно заработать 1 миллион за месяц, как правило, ею остается лишь в мечтах. А вот в реальности немного по-другому. Мне прямо, то есть, сказали, это пирамида. Ну и я то есть, не глупый человек, то есть я сразу понял, что это пирамида, и мне сказали. То есть не было такого, что Арман, приходи, это новая платформа, где мы делаем деньги на там. То есть такого не было. Хорошо, когда сказка хотя бы с предупреждением. Все будет «но». Правда, это «но» мало кого останавливает. Арман Костанян с самого начала знал, под чем подписывается. Хотелось верить в чудо. Да и какое это чудо, если перед тобой живые примеры? Кто-то там BMW купил себе, тачку мощную. И когда вот эта вот халява проходит мимо тебя, и ты такой думаешь, может быть, все-таки попробовать. Вот. И здесь, на самом деле, самое главное, у меня изначально такая позиция была, и сейчас она осталась, я всем вообще рекомендую, если вдруг кто-то захочет вообще вложиться в такие движухи, самое важное – вкладывать туда деньги, от которых ты не сильно пострадаешь. В общей сложности, если посмотреть, то я, наверное, так скажем, где-то в ноль, может быть, чуть в плюсе. Он делал ставки в течение полугода, небольшие, но с надеждой выиграть по-крупному. Тот самый Antares Trade схлопнулся почти в тот самый момент, когда Арман ждал дивиденды в 500 000. Но не повезло. Хотя выход в ноль можно назвать удачей. Многие участники закладывали квартиры, брали кредиты и влезали в миллионные долги. Без штанов, но со вкладом. Но есть общие чаты, где обсуждается все это. И там просто творится кошмар. Там люди рассказывают свои истории, скидывают скрины из банковских приложений, как они брали кредиты и кладывали туда кредитные деньги, и, собственно, они пролетели. Там кто-то продал свою квартиру, кто-то продал свою машину. Скандальная слава Мавроди многим хитрым умам и сегодня не дает покоя. Организаторы финансовых пирамид продолжают расставлять ловушки. И все подкладывают и подкладывают в них сыр. Только делают это не так, как их предшественники в лихие 90-е. Нынешние мошенники идут в ногу со временем без шума и пыли. Однако придумать за 30 лет новую схему развода так и не смогли. Первое поколение вкладчиков приносят деньги. Эти деньги попадают организаторам. Когда приходит следующее поколение вкладчиков, часть денег, которые они вносят, уходит на выплаты вкладчикам первого поколения, а часть попадает организаторам. Для того, чтобы это было возможным, каждое следующее поколение должно быть больше. Как только исчерпывается ресурс потенциальных вкладчиков, пирамида перестает существовать, потому что никаких иных источников существования у нее нет. Это игра, о дате завершения которой никогда не известно. Это и губит жадных вкладчиков. Можно бы выйти, ну а вдруг повезет, и завтра сорву куш. В итоге средства остаются в обороте, а потом и вовсе исчезают вместе с организаторами. Казалось бы, добровольные взносы и собственная глупость. Какое же это мошенничество? На самом деле оно и есть. Все создатели финансовой пирамиды, они уверяют своих вкладчиков, что их денежные средства будут инвестироваться. То есть вот элемент мошенничества. Если бы они напрямую говорили бы, что это финансовая пирамида, да, но во многом случае, наверное, аудитория уменьшилась бы. А вот здесь потерпевших у нас нет, но есть сведения о том, что они занимаются созданием финансовой пирамиды и привлечением лиц, и было возбуждено именно уголовное дело по этой статье. Представитель МВД имеет в виду компанию «Финика». Выплаты уже приостановлены, но заявлений от потерпевших пока нет. И даже если они появятся, доказать виновность будет непросто. На странице их сайта первая манящая запись – автоматическая система генерации прибыли, то есть это торги на криптовалюте.
А это основные лица компании. Один из них, Кирилл Доронин, уже дал обещание в соцсетях. Паники особо у меня нет, потому что у меня паника была первые 2 дня. Сейчас у меня есть просто новый план. Он у меня никуда не делся. Для того, чтобы как вы говорите, вернуть деньги, мне необходимо эти деньги вам каким-то образом передать. Для того, чтобы эти передать, я должен знать статистику, то есть я должен иметь специалиста, которым всю жизнь был Зигмунд. Все эти процессы мы сейчас будем реализовывать. Других вариантов у меня нет. Зарегистрирован Финика при этом вот на этого второго человека, который числится как индивидуальный предприниматель. Что странно, так как ИП по закону не имеет права принимать деньги под проценты. А вообще компания называется не Финика, а Цифрон Capital. Зарегистрирована она в Эстонии и никак не связана ни с финансами, ни с инвестициями. Данные компании предлагают очень высокий доход. Во-вторых, у них организация имеет принцип работы сетевого маркетинга, отсутствие на сайте контактных данных. И, конечно, самое-самое первое, на что я делала и акцент доклада, это отсутствие лицензии Банка России. И самое интересное, в пользовательском соглашении нет никаких обещаний. Организаторы полностью сняли с себя ответственность. Квартиры и машины вы покупаете формально. На самом деле вы просто играете, внимание, в вымышленную игру. Эта игра, судя по всему, принесла организаторам неплохие дивиденды. Компания располагается в шикарном офисе в центре города. Внутрь нас не пустили. Финика нету здесь. Было раньше. Да. Где это? Не знаю. А он может быть сюда? А там закрыто все. Там нет никого. А вот небезызвестный Антарес Трейд ограничивался более скромным местом. А вот он тот самый офис, который сейчас закрыт. Здесь сняли вывеску. Пусто. При этом многие рады обманываться и во второй, и в третий раз. Известная дама из Бавлов Мунавар Самадова, которая не так давно получила свой 5-й срок за мошенничество, умудрялась, выйдя из колонии, привлекать в новые махинации старых жертв. Действовало все по той же схеме. Сначала обещала проценты, потом квартиры. В итоге миллионные вклады для сотни людей обернулись пустышкой. Сейчас женщине 68 лет, и она в СИЗО ожидает апелляции. От интервью с нами она отказалась. Проблема в том, что мошенник стал умнее, а жертва помолодела. Ориентируется на молодых, современных и падких на халяву. Теперь они прячутся, но уши все равно торчат. Реклама-то нужна, поэтому в ход идут соцсети, сарафанное радио, чтобы никаких следов. Этот след очень сложно найти, когда игра окончена. Вернуть деньги почти невозможно, но шанс есть. Все зависит все-таки от того, кто взялся за дело, потому что если использовать общероссийскую практику, да, и просто писать заявление в следственные органы, это одна перспектива дела. Но в случае, если адвокат самостоятельно проводит оперативную деятельность, привлекая специалистов, да, выясняя, сколько было потерпевших, опрашивая всех потерпевших, выясняя, какие счета были использованы, да, он может прийти к тому, что реально денежные средства можно будет взыскать, потому что он может и обратиться в Интерпол самостоятельно, и в международные организации о содействии в раскрытии преступления, да. Не у многих хватит на это времени, сил и терпения. К слову, охота на пирамидчиков ведется постоянно. Около 200 финансовых пирамид закрывают в год по всей стране. Говорить о тенденциях к увеличению количества пирамид или уменьшению нельзя. Они просто есть и будут. Может быть, стоит просто понять, что золотые горы и бриллиантовый дым – то, что никак не схватить, и то, зачем никогда не угнаться. Диляра Исупова, Андрей Ключников, Роман Безменов, 7 дней.